августа прошлого года в Якутске действует отдел сопровождаемого проживания людей с инвалидностью. Проект рассчитан на внедрение в регионе новых форм социального обслуживания, альтернативных специализированным стационарным учреждениям и позволяет обучать молодых людей в течение нескольких лет самостоятельной жизни. Задача проекта заключается в том, чтобы апробировать и внедрить стационарозаменяющую технологию, позволяющую адаптировать людей к проживанию дома или в условиях близких к домашним, дать возможность реализовать имеющийся трудовой потенциал. Молодые люди проживают с постоянным сопровождением социальных работников, психологов и других специалистов. На каждого воспитанника составлен индивидуальный план программы жизнеустройства, по которому ребята ежедневно обучаются социально-бытовым навыкам, регулярно посещают психологические тренинги, индивидуальные консультации для успешной адаптации в новой среде. Индивидуальные консультации ведутся ежедневно. Психологи ведут дневники и заметки, оценивают прогресс. Ее зовут Настя Субикова. Она у нас живет с момента открытия нашего отделения. Она вот недавно устроилась на работу, и вот по работе я ее консультирую, как она там с коллегами отношения строит, как она к работе относится. С момента прихода она раскрылась, конечно, стала более общительной, уже умеет строить отношения со сверстниками, с сотрудниками тоже хорошо ладит. И вот уже начинает привыкать к работе. Режим у нее, рано вставать, там, готовиться к работе, и вечером поздно, до 7 работает. И коррекция поведения, общение, воспитание может быть у них. И потом мы учим их самостоятельной жизни, чтобы они впоследствии смогли сами самостоятельно работать, жить отдельно в своей квартире. В основном это тренинги групповые, чтобы они умели работать в группе, умели работать со сверстниками, учитывать мнение окружающих, не только себя, да, и тоже раскрываться в группе, высказывать свое мнение, как они что думают. Также активно ведется работа по содействию в трудоустройстве для тех подопечных, у которых имеется высокий трудовой потенциал. На сегодняшний день трудоустроено 9 воспитанников. Марине Яковлевой 23 года. До этого девушка жила в Махсоголовском интернате. Сейчас могла найти работу и обрела самостоятельность и уверенность. Это очень большая разница. Жила я вот в интернате, да, там все равно в закрытом учреждении, а здесь намного лучше, даже слов нету. Всем нам здесь очень нравится. Самостоятельно обучаемся самостоятельной жизни, готовим. Все как и нормальные люди обучаемся самостоятельной жизни. То есть сами ходим в магазин, сами выходим в общество, общаемся с новыми людьми. Я работаю в стоматологии в больнице. С 2 до 7. Очень даже нравится. Уже самостоятельная жизнь. Я родом с Мирного. Приехала жила я в Серебряном Боре. Потом жила я в Махсоголохе. Приехала так-то я с Махсоголоха. Общение хорошее, отношения очень хорошие. Чувствуешь реально как в семье. Здесь уже можно ходить на работу, гулять, дышать свежим воздухом. Вы сами понимаете, что изоляция, выходить нельзя было в интернатах. Я не жалею, что я сюда попала. Я благодарна тем людям, кто меня вывел в люди, как говорится, что в будущем, научиться жить самостоятельно, не бояться общества. И не бояться общества в плане, и потом выйти отсюда и жить самостоятельной жизнью, создать свою семью. И не бояться ничего. Что люди такие с ограниченными возможностями могут жить самостоятельной жизнью, вне зависимости от того, что по состоянию здоровья. Не надо ничего бояться. Мечта этих ребят одна – быть самостоятельными, обрести работу и кров. Очень даже благодарна. У меня хоть своя комната, всю жизнь об этом мечтала. Мечта у меня получить квартиру
в будущем и жить самостоятельно. Вот это у меня напоминалки, когда надо кровать справить, когда, ну это я сама уже знаю. Вот, это тоже напоминалки маникюрные. Вот это наш распорядок дня, когда мы должны вот, в свободное время ходим в музей, книга 03, на каток, на Новый год на каток ходили, на всякие мероприятия. Очень интересно. В кино ходили, на Человека-паука. С сегодняшнего дня у меня работа. Сегодня с 2 до 7. А так вот, пока свободное время, я помогаю другим. А в выходные дни вот ходим в библиотеку, на каток, какие-то еще праздники. Очень много. Программа развития в отделении очень обширна. Одно из любимых занятий ребят – арт-терапия. Сегодня мы начинаем нашу арт-терапию, продолжаем хомусотерапия, расслабляемся и успокаиваемся. Кто хочет, может закрыть свои глаза и слушаем внимательно. Ага. Ну, это как расслабление. Ребята слушают игру на хомусе, как хомусотерапия, я сама называю. Ну, это видение я вела сама тоже. Просто я с детства занимаюсь якутским фольклором. И всегда, когда я сама тоже занималась, тоже слушала, как другие хомусисты играют. И вот начала тоже, почему бы и нет, ребятам тоже послушать. И желающие тоже занимаются. Сейчас у меня уже занимались только 2. И вот с сегодняшнего дня начинает и Маша заниматься. То есть она сама принесла из дома хумус, и у нее есть желание, желающих я обучаю. Мне кажется, слушая хумус, люди более успокаиваются, тревожность уменьшается. Подобных курсов у ребят очень много. Все для того, чтобы ребята нашли свой интерес и обрели нужные навыки. К примеру, курс моделирования. Воспитанники с интересом узнают много нового, одновременно развивая мелкую моторику. Занятия по моделированию. Здесь мы делаем разнообразные модели из бумаги, иногда проходят и из других материалов, но чаще из бумаги. Да? Занятия у нас подобным образом происходят. Сначала мы готовим с Артемом презентацию на тему, в частности, сейчас у нас тема «Средневековые замки». И, значит, я озвучиваю информацию по данной теме, а ребята их вырезают из бумаги, развивая тем самым мелкую моторику, воображение, усидчивость определенную. На самом деле людей разных много, и у всех свои интересы. Ключевое – найти интерес для каждого, и тогда воспитанник наш занимается тем делом, которое ему нравится. Мы ему просто в этом помогаем. Собственно, суть нашей организации как раз в том, чтобы не делать за людей их работу, а научить делать хорошо то, что им надо, то, что им интересно. Иногда научить их делать то, что надо делать, или то, что может быть неинтересным, но необходимым. Сейчас мы находимся в сердце, можно сказать. Кухня – это всегда сердце дома, сердце любого заведения. И у нас идет процесс подготовки обеда. Как мы видим, оказывается, этот процесс у них общий, да, по дежурству, да? По дежурству. И как у вас определяется график? У вас, видимо, все спланировано или они сами выбирают, что готовить и каким вообще методом выбирают обычно? Каждую пятницу мы составляем график, то есть ночные социальные работники с ребятами после ужина садятся и недельный график дежурства делают. Вот там висит обед, завтрак, обед и ужин. Да. 3 раза в день готовятся. Те, кто работают, в выходные дни их ставят, и в выходные дни они дежурные. А те, кто остаются дома, в будние дни дежурят.
Ну а как вообще вы определяете, наверное, есть споры, да, я хочу то, я хочу это, как вы вот учитываете желания всех? Ага, желание всем учитывается. Ну, ребята сами выбирают. Первые дни, когда вот мы только заселялись, они, сами вели мы. То есть будем это готовить, потому что они изначально не все умели готовить, поэтому все обучались. Сейчас уже их желание учитывается, что хотят именно на обед или на ужин. Да. В выходные дни обязательно мучное готовят, мучное блюдо. Скажите, девчонки, а как вы научились готовить? Кто из вас не умел готовить и научился буквально недавно или находясь здесь? Я недавно. Здесь недавно, да? Клара, мы узнали, что ты научилась готовить буквально недавно. Расскажи, как тебе вообще сам процесс, и какое было твое первое блюдо твоего исполнения, и что ты готовишь сейчас? Что ты приготовила первым? Суп, Прям сразу суп? Это очень сложно. А сейчас что готовишь? салат овощной, Обычный салат. Какие ингредиенты? капуста, огурцы и лук, и все, да? И все. А что больше любишь кушать? Ну, супы, салаты и все. Хорошо. Ну, а вы, девчонки, что любите? Кто что готовит? Картошку с мясом могу сделать. Еще могу чем-то макароны с колбасой сделать. Да, вот этот. Ну, такое просто можно сделать. Раньше умела? Но я так редко умела так как-то. Его надо уметь правильно. И правильно надо готовить. А вы присматриваете, да, как-то вот? Да, обязательно сопровождаем во время готовки. Все вместе делаем совместно. Все проживающие здесь ребята – круглые сироты. Из детских домов и интернатов были направлены в отделение. Проект предусматривает 3-летнее сопровождение. А через 3 года данная пилотная программа должна внедриться во все районы республики. На сегодняшний день подобную программу реализуют в городе Челябинск, а также в головном отделении, которое находится в городе Санкт-Петербург. Проект планирует расширить, дав возможность родителям с детьми ОВЗ оставлять своих детей на некоторое время в центре сопровождения. Оставляют детей, и родители будут заниматься своими делами, то есть у них медосмотры. Это проект бесплатный, конечно же, для родителей. Ну, дети будут только оплачивать обеды и ужин. Отделение тесно сотрудничает с другими благотворительными организациями, которые занимаются реабилитацией детей-инвалидов. На базе конного клуба «Мустанг» вот уже более 2 лет действует благотворительный фонд Полежаевых по реабилитации детей-инвалидов при помощи верховой езды. Здесь при помощи адаптивной верховой езды борются с ограничениями, имеющимися на фоне таких заболеваний, как ДЦП, аутизм, синдром Дауна, гиперактивность, задержка речевой деятельности и психоречевого развития. Мы называем лошадь большой эмоциональной губкой. Она всю негативную энергию впитывает. После занятий верхом каждый человек чувствует благоприятное влияние на организм. То есть такт шага лошади абсолютно совпадает с тактом шага человека. Она импульсы дает право-лево, вверх-вниз и назад-вперед. Что-то местами напоминающее колыбельный эффект. Человек верхом успокаивается, особенно такие распространенные диагнозы, как гиперактивность, уходят, наверное, на 3-м занятии у детей. То есть, большое животное, взаимодействие с большим животным, это очень здорово. Как для взрослых, у нас самый взрослый воспитанник был 68 лет. Верховая езда очень полезна. Работает все тело полностью, весь организм, восстанавливается дыхание, выпрямляется осанка. Значит, соответственно, больше кислорода поступает в мозг, и человек себя чувствует очень хорошо. Положительная динамика наблюдается даже у ребят со сложными заболеваниями, такими как ДЦП. В принципе, все ОВЗ, то есть все ограничения здоровья, это аутизм, даунизм, ДЦП, гиперактивность и все, задержка речевого развития, задержка психоречевого развития, все, что связано с нарушением нервной системы, это все мы стараемся побороть в нашем центре. Нашу подопечную зовут Мария. Сегодня у нас с ней проходит 12-е занятие. Начали мы с ней заниматься месяц назад, очень стабильно посещает, то есть не пропускает тренировок, и уже видно очень хороший результат. Это показывает тем, что мы с ней довольно-таки неплохо развили равновесие.
верхом на лошади. У нее очень хороший баланс появился. Активизировали у нее тонус в левой ручке и в левой ножке. Мы отдельно прорабатываем эти части тела. И уже, то есть мы можем увидеть, как она самостоятельно выпрямляет руку, тонуса нету, и также она может ее спокойно сгибать. То есть тонус из руки ушел. Что это очень хороший показатель для такого короткого промежутка времени. Девочку мы привезли после смерти мамы. 18 сентября не стало мамы ее. Вот, 2 детей еще меньших остались с отцом. Ну вот, девочку привезли, конечно, и моральное состояние, так и, в общем, мама болела в последнее время, тоже особо не занимались. Мария, она очень лошадей-то любит, оказывается, там где-то с детства у нее, видимо, вот это вот в памяти что-то осталось с лошадьми связано. И она прям сюда с удовольствием, с большим едет, просто с большим удовольствием. Плакат у нас дома на стене висит «Верь в свою мечту». Мечта у нас у всех одна, наверное, у всех родственников одна, чтобы Мария пошла. Конечно, это огромный труд. Уже мы спрятали коляску подальше и стараемся на ходунках. Ей, в общем-то, трудно, потому что у нее одна ручка, видите, тоже спазмирована. И держаться трудно, но все лучше и лучше. В общем-то, но это ежедневный такой труд. И 2 раза в неделю вот мы сюда приезжаем, это, конечно, тоже очень хороший результат. Моему сыну сейчас 24 года, у нас диагноз аутизм. Ну, обычно диагноз такой, ну, наши врачи не любят ставить, да, но я все-таки долго копалась, все-таки разобралась. Я даже думать не могла, честно говоря, что когда-нибудь я вообще посажу на лошадь. Я просто, ну, я сама боюсь лошадей. Он стал спокойнее, во-первых, он как стал ходить на лошадях, у него стало, ну, он стал вести себя немножко более, ну, как-то приближенная к нормальному поведению. Потому что у нас, допустим, магазин, я заметила по магазину, у нас в магазине полевое поведение, хватает все подряд. Это ужас. Вот наши, куда мы заходим в магазин, нас все боятся, начинают орать на нас. Все. Да, но во-первых, он стал более спокойным, и у меня была такая проблема, что он все время за меня хватался. Вот все время. Тут он стал как-то отстраненно, ходит один, то есть, ну, я заметила, что он стал более самостоятельный, как бы, да. Анализ регулярных занятий поражает. Осанка у ребят практически стала соответствовать показателям здорового человека. Увеличился объем грудной клетки, стабилизировалось психологическое состояние, повысилась работоспособность и подвижность суставов. Самое простое – это вот рядовые гимнастические упражнения для разминки, то есть руки вперед, вверх, там, в стороны, лечь на лошадь, ложись, спину, на спину, ложись, ниже, потом вперед, потом давай назад, на спину, разворачивайся, но в силу особенностей диагноза юноша не очень смелый, сейчас вот будем делать развороты. Ну и также заниматься достаточно часто и регулярно не получается, поэтому прогресс идет очень сложно. Давай, садись на ручки. Сейчас вот он делает развороты. Ну, упражнения на ловкость, развитие вот таких вот качеств мужественных. Давай ногу. Отрадно, что в Якутии с каждым годом увеличивается численность подобных программ и реабилитационных центров. Большинство из них открываются на чистом энтузиазме неравнодушных людей. Общими усилиями они помогают обрести особенным людям полноценную жизнь и обрести счастье.